Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Якутские спасатели помогли школьнику вытащить руку, застрявшую в батарее с включенным отоплением. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. Как сообщила мать ребенка, мальчик хотел достать игрушку и засунул руку в радиаторную батарею. Проверив все возможные варианты для деблокирования руки, сотрудники с помощью специального инструмента смогли освободить школьника. Благодаря профессиональным навыкам спасателей медпомощь ребенку не потребовалась. Система отопления не повреждена. К реальному лишению свободы осужден житель Нерюнгри за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В ноябре 2018 года местный житель, находясь на испытательном сроке за совершение аналогичного преступления, не сделав для себя должных выводов и не встав на путь исправления, вновь сел пьяным за руль. Суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В Мирном мужчину осудили за кражу ювелирных изделий. Подсудимый, проходя мимо незапертой квартиры, которую забыла закрыть на ключ несовершеннолетняя дочь потерпевшей, незаконно проник внутрь указанной квартиры, откуда похитил шкатулку с ювелирными изделиями на общую сумму свыше 74 тысяч рублей. Украденное он сдал в ломбард, а вырученное просто пропил. Мужчину приговорили к 2 годам условно. В Мирном 27-летняя женщина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу. В полицию от дежурного врача приемного покоя Мирнинской районной центральной больницы поступило сообщение о том, что к ним поступил мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости. По подозрению в совершении данного преступления в отдел полиции была доставлена его супруга. По версии следствия, незадолго до происшествия подозреваемая, уличив своего мужа в измене, выгнала его из дома, после чего отправилась со своей подругой в ночной клуб. Вернувшись обратно домой, она застала супруга спящим в комнате и устроила скандал. Мужчине это не понравилось, и между ними началась потасовка, в ходе которой подозреваемая схватила нож и ударила мужа в живот. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В Якутии задержан 29-летний безработный мужчина. У него был обнаружен обрез гладкоствольного ружья 28-го калибра, а также патроны. Подозреваемый пояснил стражам правопорядка, что весной 2018 года во время рыбалки на реке Алдан он нашел ружье и 4 патрона к нему на берегу реки. Для скрытности ношения оружия и устранения дефектов он решил сделать обрез и отпилил ружья ствол с прикладом. Для проверки исправности обреза подозреваемый в лесном массиве произвел 2 выстрела по мишени. О том, что изготовление и хранение огнестрельного оружия без разрешения соответствующего органам – уголовно наказуемое деяние, он знал и осознавал это. Экспертизой установлено, что изъятый предмет является обрезом ружья модели ИШ-18Е. Ранее являлся гражданским охотничьим длинноствольным гладкоствольным огнестрельным оружием 28-го калибра, который пригоден для производства выстрелов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и «Незаконное изготовление оружия». В Якутске сотрудники полиции задержали наркопотребителя. Нарушитель безработный 41-летний уроженец Нюрбинского района. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него в кармане брюк бумажный сверток, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъято является наркотическим средством «Спайс» общей массой 1,205 грамма. Мужчина пояснил, что изъятый порошок он приобрел для личного употребления. В его отношении возбуждено уголовное дело. В Нерюнгри полицейские установили подозреваемого в краже денег с банковской карты. В полицию обратился житель города Нижний Тагил, работавший в Нерюнгринском районе вахтовым методом. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, которым оказался коллега по работе потерпевшего, 45-летний житель Пермского края. Выяснилось, что когда мужчины собирались вместе ехать обратно домой, потерпевший передал свою банковскую карту коллеге, сообщив пин-код, чтобы тот снял с нее наличные деньги на дорогу и купил спиртное и продукты питания. Подозреваемый выполнил просьбу, но карту не вернул. По его словам, он просто забыл отдать ее владельцу. Однако уехать вместе у них так и не получилось. Заявитель получил травму из-за падения, и ему пришлось остаться в городе. А в это время подозреваемый уехал с его картой. Понимая, что больше никогда не увидится со своим бывшим коллегой, он решил по дороге домой на железнодорожных станциях пользоваться картой потерпевшего и тратить деньги с нее. Таким образом, он похитил с банковской карты 64 тысячи рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег из отделения почты в Чувашии. Вор сначала втерся в доверие к работникам почты, а затем украл крупную сумму денег. Следствие полагает, что это не единственный случай. В Чувашию вы с какой целью приехали? Можете рассказать?
Полицейские полагают, что достопримечательности республики 57-летнего жителя Московской области привлекали мало. Куда больше мужчину заинтересовало почтовое отделение в Чебоксарах, куда он явился под видом специалиста телефонной связи. Незнакомцу поверили на слово, несмотря на отсутствие удостоверения. На кадрах видно, как мужчина вжился в роль. Он увлеченно общается с сотрудницами и проверяет работу служебного телефона. Данный гражданин приходил в почтовое отделение неоднократно на протяжении нескольких дней и различными способами входил в доверие, приходил разными угощениями и, воспользовавшись невнимательностью сотрудницы, и похитил денежные средства около 730 тысяч рублей. По открытию я приехал, нашел, находился там все время. Должен в свободном случае взял деньги. Пропажу внушительной суммы денег работники заметили не сразу. Специалист без корочки уже успел покинуть Чувашию и поселиться в одной из гостиниц соседней республики. Его местонахождение установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 4 столичного УМВД и задержали по горячим следам. После задержания из города Саранск был доставлен данный мужчина в город Чебоксары. В отношении него было избрано мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по пункту В части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Сейчас деньги возвращены в почтовое отделение. Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие полагает, что подобные представления задержанный устраивал не раз, пользуясь доверчивостью граждан. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.